Моленка на столе – забота о семье. Бытовая техника Позис. Стремление жить достойно, комфортно, радостно. Позис – техника добрых традиций. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях, пожалуй, одна из самых ярких звезд республиканского телевидения, талантливый журналист, бизнес-леди и просто красавица Айгуль Мирзаянова. Здравствуйте. Станку. Да. Итак, о каком секретном рецепте татарской кухни мы сегодня узнаем и, самое главное, попробуем. Можно сначала сделать комплимент? Я считаю, что это совершенно шикарный проект, и я считаю, что как раз такой передачи нам не хватало. Особенно, если это касается татарской кухни, потому что много вокруг уже мифов каких-то сложилось, что это очень жирное, как правило, мучные изделия используются. Это плохо для диеты, плохо для фигуры. А на самом деле я не ем ничего уже перечисленного, поэтому найти что-то потрясающе легкое, потрясающе диетическое было немножечко сложно, но оказывается можно. Вы знаете, что это? Это то, что у нас рядом в наших водоемах. Это рыба, это стерлядь, это осетр. Есть еще, дорогие друзья, потрясающий рецепт такого блюда из тоже всем нам известного продукта, который, наверное, никогда никто еще пока не готовил, кроме профессионалов, поваров, скажем так, к которым мы не относимся. Да нет, не относимся. Айгуль Мирзаянова, директор пиар-агентства «Марка», первый и самый успешный организатор мастер-классов звезд и знаменитостей в Поволжском регионе. Начинала карьеру как тележурналист. Айгуль – единственная в Татарстане телеведущая, удостоенная самой престижной награды ТЭФИ, присуждаемой российскими телеакадемиками. Входит в топ-100 представителей новой элиты Татарстана по данным республиканских средств массовой информации. Нам понадобится осетр. Конечно. Сейчас я пойду наловлю его. Как это? Его ловлю в своем пруду. Вот он, родной, так сказать. Прошу. Осетр. Кстати, мы уверены в свежести наших продуктов, потому что выбрали для их хранения технику Позис. Если ты, Айгуль, мне доверишь, я его сам, короче, распотрошу. Я просто в таком платье, что мне вот эта рыба. Да? А я тебе для платья сейчас придумаю быстренько одну маленькую вещь. Вот смотри. Ага. Можно я помогу тебе? Ну, конечно. О, чудо. Почему никто не аплодирует? А я пока хочу обратить внимание наших зрителей на то, что находится сейчас на столе. Вы видите, что это лимон, вы видите, что это чесночок, ну куда же без него. Далее у нас редиска, которую я пытаюсь подобраться. Вы видите, что больше ничего нет. И нам больше ничего не надо. И рыба еще. И мужчина, который все это готовит. А я только, так сказать, руковожу. А я пытаюсь вам рассказать, хочу вам рассказать о том, почему мы так ограниченно, скажем так, ограничили ввод продуктов на этот стол. Потому что, ну вот я лично, говоря о татарской кухне, начала уже говорить, Валера, о том, что она немножко мучновата, или то, что у нас представлено, во всяком случае, такое. Но люди, которые сейчас придерживаются спортивного образа жизни, да, то есть занимаются спортом, эти люди, которые очень активны, ведут активный образ жизни, которые занимаются личностным ростом и прочее, прочее, они, как правило, все не то чтобы на диетах, диета стала уже просто образом жизни. Так вот, у меня раздельное питание. С мужем? Вы не представляете, насколько вы попали в точку, потому что мой муж, как истинный мусульманин, любит, что любит? Баранина, самый очень сочная, жирная, все сочащаяся на подбородке и прочее. А я с рыбкой. Мы берем решеточку. Маленькую такую решеточку. Да. И обязательно надо все-таки поддон оставить в печи, для того, чтобы, если вдруг будет что-то стекать, если мы неправильно там завернем и так далее. Мудро. Да. А может, я пока печку разожгу? Ну, конечно. Потому что делать пока, собственно, нечего. Да. Бутылочка в моих руках. Это бутылка оливкового масла. Немножко мы буквально капнем. Совершенно небольшое количество, чтобы не было жира. Вы же знаете, что для нас это очень-очень актуально. Вот ты по миру много ездила. Как ты считаешь, почему во всем мире много ресторанов любой другой кухни, а не татарской? Действительно. Вызвал смех своим вопросом. Я, в принципе, на эту реакцию рассчитывал. Я вам по-другому даже сформулирую этот вопрос. Почему в Татарстане, в частности в Казани,
Не то чтобы в мире. Так мало ресторанов с татарской кухней. Да практически нет. Практически нет. Узбекской. Зато процветает супермаркет. Наверное, может быть, потому что татарская еда считается какой-то домашней, да, кухней и так далее. Да. Может быть, с этой точки зрения. Почему у нас так много японских ресторанов, итальянских ресторанов, немецкие пивные? Но почему у нас нет татарской кухни? Не знаю, это вопрос, пожалуй, не ко мне. Может быть, это потому, что все надо, как вам сказать, осовременивать. Может быть, потому что татарская еда тоже нуждается в некотором ребрендинге, да? Хорошее слово. Татарское исконно. Поэтому в любой кухне, мне кажется, надо выявить и культивировать те блюда, которые сейчас называются здоровой пищей. Весь мир помешан на этом. Говоря о ребрендинге, я даже имею в виду не просто сменить Смена имиджа. название, имиджи и прочее, а именно взять только то, что является здоровым, диетичным, то, что делает нас лучше, краше, моложе, сильнее. Мучное к этому не имеет отношения. Конины шикарные. То есть конину надо выпячивать вперед, как нашу, как некую гордость татарской кухни. Вы скажете, итальянская кухня, например, она тоже же какая-то мучная, да, и прочее. Но там же целая история на тему. Должен быть соус нежирный, и тогда все хорошо. Кстати, мы сегодня будем готовить соус. Твердые сорта Абсолютно. пшеницы должны быть. Твердые, то есть они все там, они сделали шикарный пиар вокруг этого. Мы не будем забывать, что самое главное даже иногда не продукт, а продажа продукта, да, это упаковка этого продукта, то есть пиар. Оливковое масло мы сюда нанесли, и мы берем нашего осетра. Сама возьмешь? Ну, конечно, войнот. Так, Брюшком наверх. конечно. Он такой большой, просто супер. Ну, осел. King size. King size. Браво. Я знаю, эти шутки всегда проходят Ну, да. почему-то. Пожалуйста, соль, перец, лимон. Так бы слушал и слушал. Немножко. Это соль. Как будем солить? вот так вот? Да. Прямо да, так? потому что у меня руки в рыбе. Ну, понятно. И вот сюда вот. Много? На вкус. Я что-то не рискну пока что. А давайте много. Мне кажется, ничего страшного. Ну, мне кажется, да. Да. Рыба-то она ведь как? Сколько соли надо есть, столько возьмет. Совершенно верно. И опять-таки, кто Остальное. сколько? По желанию. Белый перец. Очень важно. К рыбе подходит белый перец. Белый. Фантастический вкус получается. Нам надо Лимончик. еще лимончик порезать и лимонным соком все это сдобрить. Все, накрываем. Наша задача не вот так вот скомкать. Так тоже некоторые делают. Окей. Но я предлагаю совершенно иначе сделать. Сделать такую депешу. Депешу. Бандерольку. Вон чего. Да. Извини. Вот так вот. Я обещала такой сюрприз. Я начала говорить про редиску. И вот эта редиска станет коронным гарниром к нашей царской рыбе. Обалдеть. Коронный гарнир. Вы скажете, что такое салат? Нет, не салат, дорогие друзья. Жареный редис. Этому способу приготовления редиса меня научил один замечательный профессионал своего дела. Его зовут Ренат, ему большой привет. И с тех пор я постоянно использую этот рецепт. Великолепно. Никто не может понять, что это за вкус. На первый взгляд, редиска – это что-то очень доступное и, в отличие от яблок или апельсинов, совершенно бесполезное. Однако эти красные шарики не так просты, как кажутся. Например, именно редиска может спасти от весеннего авитаминоза. В ней много витамина С. Другие полезные вещества в клубнях тоже присутствуют. Это различные витамины и микроэлементы. Белка в редиске больше, чем в других овощах, поэтому ее обязательно надо включать в рацион вегетарианцам. А самая главная фишка корнеплода – эфирные масла, которые дарят продукту пикантную горчинку и дополнительную пользу. Они обладают антисептическими свойствами, стимулируют выделение желудочного сока и улучшают пищеварение. Готовить из редиски можно не только салат или окрошку, но и горячую закуску, варить зеленые щи и даже жарить, как картошку. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту, и, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Тебе приходилось когда-нибудь идти этой тропой? Путь к сердцу мужчины лежит исключительно через мозг этого мужчины. А дураки нам не нужны, вот и все. Конечно.
Слава богу. В этой студии только женщины, я сразу вам подсказываю. Все остальные заняты делом. Давай я нож у тебя заберу. Так, что у нас дальше по плану? Да, нам пора уже ставить нашу рыбку. Как там печь? Печь только что дошла до кондиции. Восхитительно. Я сам, может быть, Я вам поставлю? передаю вот это блюдо. Фишка в том, что нельзя потом и вытаскивать эту рыбу. Где-то минут 30-40 пусть потомится, пока мы готовим, жарим наш редис, нашу редиску. Блестящая. О, мне кажется, блестящая в самый раз. Да? Да. Ну, здорово. Оливковое масло пренепременно. Есть. Основа здорового питания – оливковое масло. Какое количество? Я думаю, что даже чуть больше. Вот так, так. хорошо, да. Все, выкладываем сюда наш редис. Все? Помешиваем? А, все? Да ничего не делаем больше. Зачем мы помешиваем? Пусть все это дело... Крышкой? Нет, дело в том, что мы жарим. Не надо это все превращать в какой-то паровой редис. Это все-таки здоровое питание, но мы делаем такое, чтобы было приятно есть и вам, и мне. Давайте готовить соус. Сколько будем жарить, я думаю, будем пробовать, и мы поймем. Вы знаете, когда на кухне приходится руководить, это даже хуже, чем когда иметь свой бизнес. Как родилась идея заняться собственным бизнесом? От бескормицы? Только честно. Ой, бизнес, да я не знаю, как-то так пошло. Ну, не секрет, что я долгое время работала на телевидении. Не секрет. И работали мы на, скажем так, на хозяина, да, другими словами, то есть на своего начальника. Конечно, мы работали и зарабатывали дивиденды и в свою честь, потому что имя, например, было сделано там. И не только телеканал, где я работала, но и себе самой. Но в какой-то момент меня вот захватила идея пиар. Но мне было интересно на самом деле. Да и все, и бизнес-то открыть легко, вот удержать и продолжать его сложнее всего. И сейчас это одна из самых интересных вещей. Знаете почему? Потому что ни от кого не зависишь, как правило. Вот ни от кого. Я даже не работаю, например, с людьми, от которых надо зависеть. Только в том случае, если они мне глубоко симпатичны. Так, я порезал. Хорошо, можно это все сюда. Надо, конечно, еще меньше. Вот почему важен блендер. Потому что это должна быть такая смесь, ну прям буквально такая пыльца, что ли, да, скажем так. Правильно я выражаюсь, нет? Ну, вы понимаете, что это должно быть очень мелко. Пыль перемешана. Но так как уже сделано, это прекрасно просто. Вы прирожденный Кулинар. кулинар. Да. Вот, да, оливковое масло мы взяли, стаканчик оливкового масла. На 4 части. Да, на 4 части делим. Перец белый, а перец черный есть у вас еще? Да. Вы скажете, почему черный, ведь я рекламировала белый. Но мне кажется, смесь особенно будет хорошо, да? Белый и черный. Белый и черный всегда рядом. Инь-янь. Вот можно целую философию развести на этот счет. Конечно. Было бы желание, спросил бы кто. Спросил бы кто. А чего вы... Некогда готовить Чего вы человека. кладете именно черный перец, а не белый? Я же все рассказала. Извините, конечно. Отсутствие.